все, вот смотри, видишь, выделить все, выделяй. С виду это обычный урок в обычной школе. Все так и есть. Ребята закрепляют пройденный материал на практическом занятии. Правда, среди учеников есть дети с ограниченными возможностями здоровья. В Северной Осетии уже 5 лет на базе средней общеобразовательной школы в Беслане работает Центр дистанционного образования для детей-инвалидов. В рамках рабочего визита в Северную Осетию ее посетил доктор педагогических наук Евгений Ямбург. Образовательный процесс идет, я думаю, что успешно, потому что наши дети, окончившие наш центр, поступают в учебные заведения. Вот на сегодня у нас 44 ребенка за 6 лет поступили в высшее учебное заведение, 7 поступили в среднее специальное учебное заведение, и многие из них нашли уже свою дорогу в этой жизни. Евгений Ямбург также директор Московского центра образования. Он вместе с министром образования и науки Северной Осетии Аланом Мугоевым осмотрели школу. Гостю рассказали, что здесь есть 2 кабинета для проведения обычных уроков. Также в центре работают различные кружки. Например, дети могут из глины создавать самые разные фигурки и даже настоящие кувшины. Сейчас в этом кабинете идет онлайн-урок. Специально обученные преподаватели со своими учениками общаются в режиме реального времени. Таким способом в основном занимаются с ребятами, которые переведены на домашнее обучение. Физика, математика, литература. Вся школьная программа легко усваивается благодаря такой системе образования. В Центре дистанционного образования, а он единственный в республике, занимаются почти 200 ребят. Это дети с проблемами опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и зрения. Для каждого здесь отдельная методика обучения. Много узнаю я, учителя много дают. Всегда можно, если что-то не понимаешь, дополнительно попросить и позаниматься. Были маленькие трудности, это новая Macintosh система, я не знаю, и в этом были проблемы. Но это, не знаю, за неделю все, проблем не было через неделю. Также господин Ямбург посетил и государственную казенную школу-интернат во Владикавказе. Здесь наравне со здоровыми детьми обучаются ребята с проблемами ДЦП. Для них открыт специальный коррекционный класс. Профессору рассказали, что еще многое предстоит сделать, но педагоги готовы трудиться, лишь бы у детей были все условия для получения образования. И еще одно. Вот поверьте, не в порядке каких советов, это глупый жанр советы посторонним. В разных регионах, в разных республиках разные условия. Одни в Москве, Санкт-Петербурге, другие в Якутии, третьи в Ставрополе. Но, конечно, ежику понятно, что интеграция больных и здоровых лучше всего идет, когда начинается с дошкольного подразделения. Если они вырастают оттуда, уже нет проблем ни с родителями, ни с теми, ни с этими. Идет органическое, поэтому, может быть, когда-нибудь будет дошкольное у вас подразделение. В Северной Осетии всего 15 школ, где внедрили программу инклюзивного образования. Она помогает особенным детям быть увереннее среди сверстников, проявлять активность на уроках, а главное – чувствовать себя нужным и полезным во всем. Елена Черенкова, Заур Цеов, Осетия ТВ.